хотелось бы сказать? Понятное дело, у нас в народе на сегодняшний день тут разные лидеры. Да? Где-то нам говорят, бывшие лидеры не участвуйте в выборах. Эта риторика, она на сегодняшний день идет по нарастающей. Мы с вами ее видим, слышим, понимаем. Но если взять с вами события, да, вот если мы проанализируем на самом деле, да, начнем с вами с 2014 года. Что мы видели в 2014 году? Когда некоторую группу лиц, опять же, мы так считали, лидеров крымско-татарского народа, пригласил президент большой могучей страны. Да? Пригласил кто? Владимир Владимирович Путин. Пригласил себя в Москву. Человек полетел. Вот. Мы все понимаем, о ком мы говорим. Мы говорим с вами о лидерах Меджлиса. Почему я начал разговор именно с этого? Было продекларировано и был задан вопрос, а что надо дать крымско-татарскому народу? Какие проблемы и чаяния есть у нашего народа? Вот за 75 лет, да, вот здесь вот я вижу много ребят своего поколения, своего возраста, нашего народа спросили, а что мы хотим? Об этом мечтали наши питашки, бабашки, те, кто сегодня уже в живых нет, да? И что мы увидели в одной части? Человек с некой группой лиц сами приняли решение, что нашему народу ничего не надо. Но вот если эти люди думали о нас, о нашем народе, о нашей родине, вот почему? Им же когда надо было, да, народ организовывать на самозахваты, там, либо дороги перекрывать. Они обращались к Джимату, что мы одно целое, мы должны быть вместе, в едином кулаке. А почему также у нас, у всех не спросили, Джимат, мы какое решение принимаем? Да, вот на сегодняшний день свершился вот такой факт. Нам задают вопрос, что надо крымско-татарскому народу. Вот у нас кто-то из вас спросил? Никто же не спросил, правильно? Люди сами решили, нас оставили, уехали, сегодня живут в Украине. Но мы же не для этого возвращались на свою родину. Опять же, да? Наши старики. Для чего мы вернулись на свою родину? Чтобы здесь жить, развиваться. Потому что у крымских татар другой родины нет. И те посылы, которые нам пытаются дать извне, да, особенно вот была изначальная риторика, мы должны все были вместе с вами собрать вещи и переезжать в Украину. А зачем нам туда переезжать? В очередную ссылку, вот как правильно говорил Смирогал, в 1967 году многие наши соотечественники приезжали, пытались в Крыму прописаться, не прописывали или вывозили в Новоалексеевку, Генический район, либо в Новороссийск. Это была вторая ссылка, повторно. Вот нам опять же предлагают, чтобы мы собрали свои вещи и поехали жить в Украину. Для чего? А давайте зададим вопрос, а что нам дало это государство 25 лет? Вот если кто-то скажет, что дало, я буду, наверное, соглашаться. Ровным счетом ничего. Наши старики, наша молодежь как мучилась на самозахватах, как пытались сами обустроиться. Языка нашего не было. На соборной мечети постоянно спекулировали. Лично я от нашей семьи на соборную мечеть теми деньгами отвозил 10 тысяч долларов. Кто-то там сидел в палатке, подписывался, что такой-то, такой-то гражданин наш принес деньги. А кто-то в обратную сторону отчитался перед нами, где эти деньги? Никто, ровным счетом. И соборной мечети мы не увидели. Одна спекуляция. Ракушку свезли, в один день ракушка там исчезла. Слава Аллаху, сегодня соборная мечеть наша с вами строится. Наш язык, он государственный. И что самое главное было сделано этим государством в 2014 году, наш народ был реабилитирован. Мы все с вами жили с клеймом предателя. Вот нам на него навешали, и мы 75 лет с ним ходили. И всю жизнь наши, опять же, дедушки, бабушки, всю жизнь мечтали, чтобы мы были реабилитированы, что на наш народ в свое время, можно сказать, не можем, нужно сказать, необоснованно положили пятно предателя. А вот от обратного пойдем. А что в Украине, само в Украине, мы сменили 4 президентов, участвовали в выборах, за них ходили, голосовали.
Почему они наш народ не реабилитировали? Почему? Что им мешало? Проголосовать, издать указ президента, реабилитировать крымско-татарский народ. Пойдем от обратного. Вот в Российской Федерации в 91 году все народы, которые были репрессированы, они были реабилитированы. Мы с вами из числа крымские татары, после той вот машины сталинской, да, мы последний народ, который был реабилитирован в 2014 году, в 2014 году. И почему мы с вами должны сегодня идти, там, как некоторые там предлагают, да, дайте своих детей, мы пойдем воевать. С кем воевать? За что воевать? Наши кто-то с родины нашей выгоняют. Нет. Пожалуйста. Сегодня вопросы земельные решаются. Да, может быть, не все, как нам хочется, и сразу, и много. Ну, помимо нас еще много национальностей живет в этой стране, и страна большая. Но те посылы, то доверие, которое нам с вами дали, и дали понять, что наш народ никто не хочет отделять, либо выгонять с нашей родины, да? Президент нам показал. Ребята, реабилитацию возьмите, соборную мечеть устроят. Дальше мы с вами могли мечтать, что самая большая красивая школа, которую на Фонтанах открыли, назвали в честь, опять же, нашей героини крымско-татарской, Алимия Абдинанова. Когда такое было при Украине? Покажите, хоть один пример. Вот я хочу услышать, где это было. Мы сами как-то организовывали какие-то школы, все скидывались там, какие-то учебники пытались создать на крымско-татарском языке. Сегодня порядка 10 тысяч учебников завезено на крымско-татарском языке. Реставрируют наш ханский дворец в Бахчисарае. Опять же, кто мешал делать? Вот сегодня опять на нем спекулируют. Ну а когда там стены текли, крыши, наше историческое наследие пропадало, всех все устраивало. Причем мы с вами знаем, что наши соотечественники там не один год были главами администрации. Что делали на ханском дворце, только деньги зарабатывали. Сегодня 1,5 миллиарда рублей выделили первый транш на реконструкцию нашего ханского дворца, и опять не нравится. А никто не подумал, опять же, да, к большому сожалению, когда нашими соотечественниками столбы подрывают, и там висит крымско-татарский флаг. Ну что, этим гордиться надо? Я считаю, это клеймо, это позор для нашего народа. Понимаете? Еще ж никто не исключал в жизни, образно говоря, инструмент договорных взаимоотношений. Ну как можно было, опять же, нам воду перекрыть? В первую очередь, кто сельским хозяйством занимается в Крыму? Вот если мы с вами возьмем Красногвардейский район, Жанковский, все крымские татары, 90% занимаются сельским хозяйством. Кто пострадал? В первую очередь, наш народ пострадал. Когда свет вырубает всему Крыму, они что, не думали, что здесь опять же мы крымские татары живем? А может у кого-то из вас в этот момент в реанимации мама лежит, ребенок лежит, еще что-то. Ситуации разные, и они у всех. И опять же, к большому сожалению, мы что видим? Лежит этот стол, когда на нем наш крымско-татарский флаг. Ну поверьте, я этим не горжусь, и мне стыдно, что у нас есть такие соотечественники, понимаете, которые сидят и говорят, что мы должны брать автомат и идти воевать. С кем? И для чего? Вот они обещали, что в 2014 году нас опять погрузят в вагоны и вывезут. Хоть кого-то погрузили, увезли. Вот государство говорит, что вам надо, мы опять же будем стоять в стороне. А что если наше поколение будет стоять в стороне? Завтра наши дети что будут здесь делать? Им здесь делать нечего не будет. Потому что они завтра не смогут, образно говоря, участвовать в полноценной жизни этого государства. Не смогут. По одной простой причине. Мы должны больше участвовать в жизни государства, мы должны ставать депутатами районных советов, поселковых советов, там, чиновниками, кто как себя где видит. Только так мы сможем сохраняться, умножаться и сохранять в первую очередь свою культуру и свою принадлежность, своей нации. Вот основные посылы, чем мы занимаемся, да, вот. Мы общественная организация, зарплату нам никто не платит. Вот мы построили в Симферополе спортзал, я являюсь президентом Федерации борьбы с Симферополем. В Симферополе, в центре города. Вот наши ребятишки в 3 смены каждый день бесплатно тренируются. Сейчас в Белогорском районе в ЗУЕ тоже заканчивается спортзал. Я к чему говорю? Что только мы сами можем на своей родине улучшить свою жизнь. За нас это делать никто не будет. Вот если мы не научимся быть неким
коммуникатором своих мыслей и доносить его до государства, у нас будут большие, печальные, плачевные потом проблемы. Вот преимущество общественных организаций. По законодательству, если чиновник в течение 30 дней, 30, по-моему, если я не ошибаюсь, не отвечая на те или иные обращения общественных организаций, вплоть до уголовного преследования. Почему у нас и получается решать вопросы в районе? Почему люди к нам идут в офисы? Вот мы на сегодняшний день содержим 7 юристов, и создали юридический департамент. Ну, сложно же человеку пройти в администрацию, простоять в очереди, там, добиться какого-то результата. К нам приходят наши юристы, помогают заполнять, помогают в судах. Все абсолютно бесплатно. Для чего делаем? Опять же, хотим, чтобы наш Халк понимал, что мы не брошены, мы не забыты, мы сами себя должны организовывать. Вот на вот этот организационный, как сказать, посыл мы и работаем, чтобы завтра у нас с вами был шанс жить, достойно жить у себя на родине. И мы не должны забывать, что второй родины у нас нет. И ради Аллаха, нет уже, это же не преступление пойти на выборы. Как можно не ходить на выборы? Но мы не пошли, завтра еще кто-то не пошел. Лично мне не устраивает, что за меня выберут того или иного кандидата. Я хочу в них участвовать. И почему мы придерживаемся политики Владимира Владимировича Путина? Да по одной простой причине, я еще раз повторюсь. Этим человеком наш народ был реабилитирован, этим человеком наш язык сегодня государственный, у нас народ. Вот все, о чем мы думаем. Салмус.